Штаб полка номер 52 стоял в станице Старогладковской, и штаб полка номер 20 разместился там же, оставив в станице первую и третью сотни. Вторую сотню поставили в станицу Курдюковской, пятую в Новогладковской. Дивизион из 2 сотен, 4-й и 6-й под командованием Бакланова, выдвинули в передовое укрепление Куринское, бывший Ойсунгур. Таким образом, полк прикрыл значительную часть Кумыкской линии. К северо-востоку от линии, прикрываемая Кумыкская плоскость, жалкая, ощипанная, оголенная и неприглядная, как охарактеризовал ее современник, и колючий кустарник придает ей унылый вид. Ничего нет в ней, что могло бы оставить в душе неизгладимое впечатление. Примечание. Обзор событий на Кавказе в 1846 году. Кавказский сборник, номер 15, Тифлис, 1894 год, страница 451. Конец примечания. Раньше здесь зеленели леса, теперь жалкие остатки их жмутся к предгорьям Ауха и Салатавии. Над плоскостью возвышается Качкалыковский хребет, косматый и растрепанный. Всего 2 леса, Карачагинский и Брагунский, как-то оживляют картину. Речки Ямансу, Ерыксу и Аксай, с шумом срывающиеся с гор, по плоскости текут медленно, расплываются в болото или всасываются в песок. Кумыкские аулы жмутся к восточной части плоскости, а в западной по хребту 3 уединенные крепости без садов, без огородов, без всяких признаков жизни вокруг себя. Они и составляют Кумыкскую линию. За Кумыкской линией лежит Большая Чечня. На юг до аула Ведено в верховьях речки Хулхулау, вправо до реки Аргуна, влево до Качкалыковского кряжа. Само укрепление Куринское на восточном склоне хребта. Укрепление новое, построено в 1841 году. Валы, ворота, бревенчатый мост через ров. Место вокруг чистое. Местные чеченцы ушли в горы, оставили свои селения. Западная сторона хребта образует угол с цепью Черных гор. Там, в Черных горах, берет начало речка Мичик и протекают у подножья Качкалыкского хребта. За Качкалыкским хребтом на речке Мичик в лесах чеченское Мичковское наибство. Над рекой тянутся аулы Музлыгами, Гурдали-юрт, Денги-юрт, Энгли-юрт. Утром доносится до русских крик петухов и лай собак из этих аулов. Хребет официально входит в русскую территорию. Граница чеченской земли считается по реке Мичик. Но чеченцы на это не смотрят, селятся по обоим берегам и чуть ли не за воротами Куринского ставят свои поселки и вышки. Докуда лес доходит, там их владение. Дальше, на юг и на запад, по берегам горных речек Аксай, Ямансу, Ярыксу, Акташчай и Якшам, живут ауховцы и ичкеринцы. Как писал биограф Бакланова, это население самое бедное, но хищное, воинственное и потому самое враждебное для нас на Кавказе. Чеченцы – враг серьезный. Торнау, провоевавший на Кавказе немало, дал им такую характеристику. На левом фланге Кавказской линии самые злые противники наши были чеченцы, занимавшие глубину лесов, покрывающих пространство, лежащее между Снеговым хребтом, Сунжею и Акташ-Су. Враждебные столкновения с ними начались со времени первого поселения казаков на берегу Терека. С тех пор вражда чеченцев к русским возрастала с каждым годом, принимая все более и более характер непримиримой истребительной войны. Когда между лезгинами распространилось учение, из которого возник мюридизм, и дагестанские нагорные общества признали над собой духовную власть Кази Мегмета, тогда и чеченцы не замедлили присоединиться к имаму, проповедовавшему газават, священную войну против русских
их коренных врагов. Мы были осуждены вести в Чечне самую трудную лесную войну. Как противники, чеченцы заслуживали полное уважение. И никакому войску не было позволено пренебрегать ими посреди их лесов и гор. Хорошие стрелки, злобно храбрые, сметливые в военном деле, подобно другим кавказским горцам, они ловко умели пользоваться для своей обороны местными выгодами, подмечать каждую ошибку нашу и с неимоверной скоростью давать ей гибельный для нас оборот. Пленных солдат продавали в рабство. В плен к ним лучше не попадать. Пленные, лаи, содержались хуже скотов. А если узнают, что у тебя или родни деньги есть, бить будут, пока выкуп не дашь. Считали, что русские слабы словом и сердцем. Из сострадания соберут нужную сумму и согласятся заплатить. О деньгах речь не встанет. В России их много. Военная организация у чеченцев, как и во всем имамате, изначально была примитивной. Обычное народное ополчение. Когда русские шли в экспедиции, каждое семейство по приказу наиба выставляло одного вооруженного, пешего или конного, и снабжало его провиантом. Когда становилось туго, поднимались все могущие носить оружие. Полностью вооруженный воин имел винтовку, пистолет, шашку и кинжал. Но полностью вооруженных наблюдалось немного. Генерал Пасек писал: «У редкого горца есть шашка и пистолет, и у немногих хорошее оружие и кинжал. У чеченцев же, напротив, редко и без шашки и пистолета. У многих отличное оружие, да сверх того у чеченцев много конных, между тем, как в горах почти все пешие». Лошадьми в Нагорном Дагестане и в лесистой Чечне всегда нехватка. Шамиль же хотел иметь многочисленную конницу для ведения маневренной войны, чтоб появляться, где его не ждут. Перед каждым набегом осматривал каждую лошадь. Если какая-то лошадь имаму не приглянется, всадника с собой не берут. В 1841 году приказал он всем лезгинам, способным носить оружие, завести лошадей. Кто не имел на то денег, должен был продать часть земли или имущества, а в противном случае сажался в яму. Народ стал роптать, и имам смилостивился. Конницу стал набирать из уздений и аульской верхушки. Но в ополчении его все же конница пехоту численно превосходила, примерно как 7-5. Наиб Хаджи Юсуф, чеченец, возглавлявший Гехи, раньше служивший в египетской армии турок, хотел создать в Чечне и Дагестане войско наподобие турецкого. Пехоту назвали Мешшат, а конницу Феварис. Феварис – слово арабское, множественное от фарис – всадник. Помните у Лермонтова? «И стан худощавый к луке наклоня, араб горячил вороного коня, и конь на дыбы подымался порой, и прыгал, как барс, пораженный стрелой, и белые одежды красивые складки по плечам Фариса велись в беспорядке». Собравшихся на сражение или в набег делили на тысячи, которые назывались альф, на сотни миа и на десятки ашара. Для удобства командования ввели разделение каждой тысячи и сотни на две части. 500 всадников назывались хамса миа, а 50 хамсин. Но дисциплина сильным местом этой армии не стала. Наоборот, подавляла чеченцев. «Чеченцы», – писал очевидец и участник, – «с большой сметливостью и искусством вредили нам,
если они действовали врассыпную и по собственному побуждению и увлечению. Действуя в массах и под предводительством своих наибов, а тем более Шамиля, в чеченцах не только не видно было искусства, ловкости и энтузиазма, но они становились трусами. Свои аулы защищали ополченцы с большой храбростью, но когда Шамиль собирал их в дальний поход, шли неохотно. Лучше просидеть год в яме, чем пробыть месяц в походе, говорили. Имелись и постоянные отряды, которые ополченцами не пополнялись. Отряды состояли из воинов, набираемых по одному из 10 семейств и называемых муртазеки. Слово это происходит от глагола «зарабатывать свое пропитание» и значит примерно «солдат, получающий свой паёк», в противоположность бойцу ополчения, который питался за свой счет, тем, что захватил из дому. В походе и в бою муртазеки составляли отборную конницу и действовали отдельно. Командовали ими мазуны. В перерывах между походами муртазеки следили за народом, как тайная полиция. Исполняет ли правила шариата? Примечание. Покровской. Кавказские войны и имамат Шамиля. Москва. 2000 год. Страница 377. Конец примечания. Пассек писал, что муртазигатами называются избраннейшие из мюридов, самые ревностные фанатики. Муртазигаты содержатся за счет деревень и составляют постоянных служителей Шамиля, обрекших жизнь свою в жертву для утверждения шариата. Чтобы не было лицеприятия, то муртазигаты одного общества помещаются в аулы другого, и притом они по большей части люди бедные и незначительные. Эти зачатки постоянной армии чаще имели распространение в Нагорном Дагестане. Тот же Пассек отмечал, хотя в Чечне существуют муртазигаты и мюриды, но число их не так велико, как в горах, и по врожденной храбрости чеченцев едва ли существует разница между фанатиками и простыми людьми. Муртазеков Шамиль одел в желтые черкески и велел обвязать папахи зелеными челмами. Начальники их носили черные черкески. Те, кто дал клятву умереть за Шамиля, носили на челме зеленую прямоугольную нашивку. Наибы имели свои дружины. В поход Шамиль приказывал им выходить, имея 1000 всадников. Дружинники назывались мюридами. За свою службу при наибе мюрид получал все, в чем нуждался, даже оружие и одежду. Мюрид служил своему наибу, а потом уже имаму. Эти ходили в набеге за добычей. Так во все времена и у всех народов действовали феодалы. Сталкиваясь с этим войском, отражая его набеги, русские генералы оценивали противника правильно. Муртазеки упорны и храбры до исступления. Мюриды менее опасны, а поголовное ополчение вовсе не опасно. Примечание. Покровской. Кавказские войны и имамат Шамиля. Москва. 2000 год. Страница 376. Конец примечания. В 1743 году Шамиль организовал свою артиллерию. Первоначально артиллеристы состояли из беглых русских солдат. Потом стали к ним добавлять и местных. Сам Шамиль имел телохранителей. 120 мюридов, 12 онбаши, десятников, и начальника стражи. Мюриды набирались из 300 семей, живущих в аулах Черкей и Гимры,
которые обязались содержать при Шамиле постоянно 200 стражников. А в 1845 году сообщали, что охраняют его 400 мюридов и 300 беглых русских солдат. Чеченцам Шамиль особо не доверял. Считал их народом скверным, разбойниками, которые только тогда сделают что-нибудь доброе, когда увидят, что над их головами висит шашка, уже срубившая несколько голов. Впоследствии рассказывал он пленившим его русским: «Бил я и шатоевцев, и андийцев, и толбутинцев, и ичкерийцев. Но я бил их не за преданность русским. Вы знаете, что тогда они ее не выказывали, а за их скверную натуру, склонную к грабительству и разбоям. И вы будете их бить за ту же склонность». Первый месяц по прибытии на Кумыкскую линию полк номер 20 просто обживался. Сохранился отчет командира полка о событиях, происшедших в полку за июнь 1845 года. Примечание. Гаро. Фонд 344, опись 1, дело 497, листы 431, 440, оборотный. Конец примечания. Почерк у командира полка мелкий-мелкий и дрожащий. Докладывал подполковник Шрамков о месте расположения полка, о том, что весь полк состоит под командою начальника левого фланга Кавказской линии генерал-майора Фрейтага. Провиант казаки получают из Амир-Аджи юртовского провиантского магазина. Лошади на подножном корму. Мундиры казаки строят от себя. Имеют они ружей своих 804, пистолетов 198, шашек 804, пик 710. Обоза при полку нет. Обозных лошадей, ящиков для казны и для аптеки при сформировании выдано не было. По дороге и за первые 3 недели на линии полк потерял 9 человек больными. 13 мая в госпитале при Среднеегорлыкском карантине на границе области остались Доста Давашкин с переломом правой руки и Васька Всабинов, страдающий помешательством ума. 31 мая в Александровском госпитале остался Якуш Шарапов, у которого началась лихорадка. 8 июня в Моздокском военном госпитале оставили Григория Акатнова, страдающего чахлостью, а 13 июня по прибытию к месту службы отправили в госпиталь в Червленой станице сразу 5: Конона Клеменова и Дмитрия Лазарева, страдающих лихорадкою, Алексея Зотова, подцепившего венерическую болезнь, Тита Калмыкова, болеющего ломотою, и Михаила Исаева, страдающего всем корпусом. 2 офицера отстали от полка и числились в отпуске с мая по разрешению войскового начальства. Исаул Турчининов по 1 сентября 1845 года и Харунжий Балабин по август. Зато к полку прикомандировали сотника Ивана Попова, впредь до удобного случая к отправлению его в полк номер 19, командированный на реку Сунжу. Больше ни о каких событиях ни в полку, ни на линии Шрамков не донес. Здесь было затишье. Чеченцы отвлеклись. Все их внимание было приковано к действиям генерала Воронцова.
Hallelujah.